Хвала Христу, добрый день, дорогие, приветствую вас от всего сердца в следующий день наших размышлений. Сегодня в продолжении темы образа Бога, чтобы я открыл в себе, я хотел бы затронуть такую тему очень коротенько, и пару таких слов забросить к размышлению. Возвращаясь к теме образа Бога, которого мы потеряли, к сожалению, из-за прародителя Адама и Эвы, и потеря этого образа можно поставить равно духовная смерть. И снова возвращаясь к еще одной теме, тело, душа, дух, возвращением к образу потерянному, особым элементом здесь, конечно, есть жизнь духовная. Не душевная жизнь, а духовная жизнь. И духовную эту жизнь нам дает Дух Святой. Но есть еще один очень важный элемент, я его не разрываю от третьей личности Святой Троицы, а именно от Духа Святого, это элемент Евхаристии, это тело и кровь Христа. В сегодняшнем размышлении я акцент поставлю на кровь, но я его не разделяю от тела. Мы в причастии, в коммунии святой принимаем тело Христово в некоторых приходах, как у братьев православных, например, причастие и тело, и кровь. Но, повторюсь, этот момент вообще не самый-самый важный. Кто-то говорит, а у них вот так, а у нас вот так. Мы то принимаем тело воскресшего, и в самом теле есть вот эта кровь. То есть там все едино. Мы христиане, не занимаемся каннибализмом каким-то. Нет, мы принимаем тот элемент духовный. Но он здесь на земле представлен в элементе хлеба и вина, а именно это есть, это есть Дух, потому что и Сын, и Отец, и Дух Святой, это все едино. Может, такая немножко философия, теология. И, дорогие, чтобы открыть, чтобы обновить в себе вот этот образ, который мы потеряли, открыть образ Бога внутри нас, мы, как на днях говорили, то, что пришел Иисус и показал моменты смирения, любви, доброта, милосердия, где Он и шел к наименьшим, к худшим, отброшенным, оставленным, пораненным, больным. И вот это особый элемент Божьей любви, где Он ищет, Он выходит, Он зовет, Он хочет обнять, прижать свою потерянную овечку, потерянного своего ребенка. А еще, когда Иисус Христос ходил по земле и учил, Он всем своим поведением показывал, что его земская жизнь, и в принципе его всего лишь 3 года, Иисус прожил 33 года, но всего лишь 3 годика, это очень мало. Что такое 3 года? Это совсем да ни о чем. Всего лишь 3 года особенного его учения, евангелизации, проповедей, исцеления. И, конечно, заканчивается это Страстным Пятницей, субботой, Пасхой. И потом еще 40 дней уже в другом немножко измерении, скажем так. А кульминацией это спаслание Духа Святого. И спаслание Духа Святого Иисус пребывает в каждом из нас благодаря таинству, особенно крещению, а сегодня о таинстве Евхаристии. Иисус, когда учил, может, вы это не замечали, так не обращали внимания, но особым таким моментом раздражения людей, фарисеев, евреев, да и учеников, это была тема, когда Иисус говорит, кто будет кушать меня, кто будет пить мою кровь. Для евреев это шок. Это просто глубочайший шок. Нам это трудно понять, но весь Ветхий Завет, он пропитан, где Иисус, начиная от братоубийства Каина и Авеля, там есть момент, что Бог говорит, кровь Авеля зовет меня. Кровь, он говорит, не душа, дух Авеля, кровь Авеля.
Кровь – это особая символика. Здесь немножко нужно посмотреть с точки зрения и медицины. Нету крови, и наступает смерть. Вытекание из тела крови, медленная смерть, потеря крови. Кровь имеет особую вот эту форму, благодаря которой она разносит все по организме. Отравление крови – это быстрая смерть. И потом, после потопа тоже Ноя, Бог говорит Ною, что не кушай именно с кровью. То есть в мясе не должно быть там крови. Не путай. Есть мясо, есть там кровь. Не кушай кровь, не пей кровь, образно говоря. Потому что в крови содержится жизнь. Выпьешь ты эту кровь там агнца и там коровы, вот ее жизнь как бы войдет в тебя. Ее жизнь, вот все ее, вот эта корова, грубо говоря, этот баранок, он войдет в тебя. А Бог как бы говорит, объясняя сегодня языком, помни, ты не корова, ты не баранок. Не надо пить кровь животных, будь осторожен. Вот даже мясо – это мясо, там кости – это кости, там сердце – это сердце. А вот кровь не пей. Потому что вот вся ее жизнь, как бы вся ее натура, она в тебя войдет. Как бы такой пример и понятен, надеюсь. Но Иисус, вот Бог этим примером доводит вот к Иисусу Христу. То есть вот чью кровь ты должен взять, и его жизнь войдет в твою жизнь. И ты будешь возвратиться вот этот образ Бога. И когда слышат это евреи, когда Иисус учил, что кто будет пить, кто будет кушать, многие сказали, твоя наука тяжелая. Родня посчитала его ненормальным, психически больным человеком. Большая часть отвалилась от Христа, от самого Христа. Чудеса – супер. Исцеление – супер, изгнание – супер, хождение по воде – супер, хлеб дает – супер. Но как только он заговорил про кровь, все сказали, ой-ой-ой-ой, нет, мы не хотим. Это очень важно, на это стоит обратить внимание. Сегодня, дорогие, спросите себя в двух таких сферах Евхаристии. Скажи, насколько ты понимаешь, что такое Евхаристия? Имеется в виду и тело, и кровь. Здесь я уже не буду говорить, что в одних там церквях, костелах кто-то принимает тело, кто-то и кровь вместе. Вот Евхаристия. Твое понимание Евхаристии, твое понимание в голове, что ты должен его кушать, должен пить это, чтобы вот именно его жизнь, Божья жизнь, Троицы Святой, она была в тебе. Насколько ты подходишь к Евхаристии, насколько ты переживаешь, насколько ты подходишь к святому причастию, как ты отходишь после святого причастия, как ты благодаришь Бога. Насколько вот этот элемент, как я всегда говорил, призывай Духа Святого, тогда образ Божий, Дух Святой будет обновлять тебя. А Евхаристия – это еще один жирный такой момент нашей духовной жизни. И вторая сфера – это адорация. Смотрите, как, к сожалению, я тоже могу сказать об нашем костеле или в моем приходе, у нас мало адорации. Очень мало адорации. Чтобы приходили люди и аdoровали, не просто нон-стоп говорили какие-то молитвы, хоть, понятно, розарий, супер молитвы, там венчик Божьему милосердию, много летаний, много других молитв, песнопения, прославления, там псалмы и так далее. Куча, что можно перед Богом славить вот нашим человеческим, церковным, костельным таким языком. А здесь я больше говорю о том, где ты приходишь, и ты не говоришь, а ты его слушаешь, ты наполняешься им. Я это приближаю тоже к Евхаристии, к Святой Коммунии. Что для тебя кровь Христа? Что для тебя Его тело? Это жизнь. Кушай
пей эту жизнь, и ты будешь возвращать себе образ. Сегодня, может, размышление не о каких-то примерах, или сегодня задумайся о роли, о сути, о смысле Евхаристии сегодня. Как много нас, слава Богу, ходит в храм, я говорю о нашей католической церкви, где много приступает до коммунии. Супер. Но как в той истории, в той толпе тоже, когда к Иисусу дотронулась только одна женщина, и вот это дотрагивание было всеисцеляющим. Это дотрагивание было, действительно, она забрала у Иисуса жизнь как будто, в добром таком понимании. Иисус говорит: кто ко мне так дотронулся? Кто так забрал у меня часть моего духа как будто? Все удивлены, как многие дотрагиваются. Это всегда перекладываю, как много нас примет на Рождество, например, Святой Коммунии. Но как мало нас примет Святой Коммунии, примет действительно Его тело и Его кровь, наполнится, и эта кровь потечет по моим жилкам, потечет по моей крови. Мы перемешаемся. Вот об этом я сегодня.